Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. Тема звучит так. Мужчина на расстоянии. Какое решение он принял? Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, загляните в его глаза, так и спросите, какое решение ты принял. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, а мужчина-то у вас неспокойный. В жизни что-то у мужчины происходит. Какая-то тревога, какая-то паника, какие-то проблемы. У кого-то проблемы с законом, у кого-то проблемы со здоровьем. Кто-то в принципе опасается, за свою жизнь и за свое будущее. Много у него проблем, очень много проблем. А еще какие-то неприятные люди стоят у него за спиной. Либо они его к чему-то подталкивают, в чем-то искушают, либо создают ему эти проблемы. Тяжелая какая-то ситуация. Он вам правду не рассказывает. Нет. То, что он вам рассказывает, это так, знаете, пару слов. А в принципе ситуация там тяжелая. Так, у кого-то еще отыграться может, что мужчина никак не может решить свои вопросы с семьей. Либо это его родители, либо это его какие-то бывшие, дети. Там что-то очень много у него нахлебников сидит. Кстати, мужчина даже мог столкнуться с шантажом. Шантаж, там родители говорят: ты что, если ты там девушку привезешь, либо если ты нас оставишь, мы тут сразу же заболеем, и помрем. Давит ему на жалость, на психику. Либо бывшая кричит: только попробуй там уехать, либо в новые отношения вступить. Детей никогда не увидишь. Но ему очень тяжело. Очень. Над кем-то точно закон висит. Прям. Либо он отвечать должен по закону, либо правоохранительные органы как-то за него конкретно взялись. Тяжелая обстановка, тяжелая ситуация. Вы не думайте, что он там гуляет, развлекается, живет в свое удовольствие. Нет, это совершенно не так. Здесь мужчинка несчастный, здесь мужчинка замученный. Почему он молчит, почему он не действует? Вы знаете, у него сердце и душа, просто с вами, 24/7 с вами. Он и душой, и сердцем всегда с вами. А тело физическое, оно привязано, мозг привязан к тем проблемам, с которыми он сейчас столкнулся, с которыми он сейчас живет, в которых он сейчас живет. Вы для него звездочка, вы для него свежий ветерок, дыхание, понимаете? Он вами дышит. Если бы вас не было, я думаю, что и мужчины этого бы не было. Ему его жизнь, она и не важна, и не цена. Он живет, он держится только лишь, знаете, как надеждой, что он когда-нибудь будет с вами, что у вас все будет хорошо, что вы сойдете, что вы объединитесь, что у вас будет дом, семья. Кстати, этот мужчина мечтает о доме. Он прям мечту свою показал. Видите, ключ? Вверху у нас ключ вышел. Это ключ от вашего будущего дома. Он этого хочет, он об этом мечтает, этого просит его сердце. Хочется жить с вами в маленьком домике, уютном, таком тепленьком, со своим садиком, чтобы все там было и для деток, и для внуков, и наслаждаться жизнью. Почему-то ему хочется большую просторную кухню. Может быть, он у вас любит покушать, либо вы шикарно готовите, и он мечтает, что она будет для меня всякие вкусняшечки готовить. Девочки, что он решил? Он решил, что он от вас никогда не откажется. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Все. Говорит, костьми ляжу, все свои дела порешаю.
Буду биться, кусаться, драться, но я отобьюсь от этих всех бед, от этих всех проблем. Я к своей любимочке хочу. И я хочу жить, и я хочу жить с ней, только лишь с ней. Вот, девочки, что он решил. Как он этого будет добиваться? Он не знает. Он не знает, и тут, знаете, все так напутано, все так странно, все так страшно. И прям голова начинает, вот знаете, как долбить, как долбит что-то в голову, там пульсация происходит. Это его состояние. Представьте, как он живет. Представьте, как ему хреново. Вот так на минуточку. Он же иногда почему такой сухой и злой? Почему он иногда не отвечает вам? А потому что он в эти моменты просто рыдает. Понимаете, у кого-то физически даже мужчина может плакать, там, сплакнуть на тяжелую долю. А у кого-то душа у мужчины просто рыдает. Ему так тяжело. Ой, прям слова не идут, понимаете? Вот там грудной клетки застреют. А что говорить? Что все плохо? Расстраивать вас? Чтобы вы такая нежная, мнительная, чтобы вы страдали, переживали? Нет, конечно, он так делать никогда не будет. Ой, девочки, раненый. Он как раненый зверь, мои хорошие. Ну, не повезло вашему мужчине. Это тяжелое испытание. Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина либо поглаженный очень сильно, да, такой прям тяжелый глаз на нем лежит, а у кого-то отыграется, что на мужчину делали, перебили ему все, перевязали ему все жизненные пути, все возможности. То, что по судьбе к нему должно было прийти. Все перебили, перевязали вот этой магией. Причем, знаете, что делали? Я так понимаю, его лишали воли. Ну, это похоже на любовный переворот. Да, какая-то там девица, ну, может быть, и не девица, да, может быть, кто по матерей пыталась привязать его к себе. Перебила жизнь мужику, да, все перепортила. И сама с ним не осталась, либо он ее не выбрал. А жизнь, видите, какая попорченная идет. Реально попорченная. У кого-то девочки отыграются, что мужчина и сам маху дал. Да, слишком самонадеянный был, слишком такой, знаете, самоуверенный. Типа, у меня все в руках горит, я и так могу, и сяк могу. И попал он на каких-то лихих людей, которые подвели, подставили, ну, загнали его, да. Прям под плинтус его загнали. Это испытание в жизни, будь то магия, будь то, ну, действительно, его фатальные ошибки, они не случайны. Они просто не случайны. Этот мужчина должен это пережить. Пережить, выстоять, выдержать и обновиться. Вы в данном случае для него идете как приз, суперприз, да, награда всей его жизни. Он это понимает. Вы, кстати, тоже это понимаете. Это так и есть. Вот если бы вас не было в его жизни, он бы давно уже ручки так сложил бы, да, и где-нибудь закончился. Вот честно вам говорю. А только лишь потому, что есть вы, и только лишь потому, что вы его ждете, он это знает, он держится и борется с тем, что на него навалилось. Значит, решение у него конкретное. Сколько времени на это уйдет, он не знает. Он просто может лишь только молиться, чтобы вы его дождались, да, чтобы вы от него не отвернулись, ну и, конечно, другого себе не нашли. Но он будет стремиться к вам. Его цель – это вы. Его таргет – это быть с вами и быть счастливым. Брак. Ему нужен брак, ему нужна семья, ему нужно тепло. И именно с вами, девочки. Если здесь есть девочки, которые поругались недавно с мужчиной и обиделись на этого мужчину, девчонки, выдыхайте, не надо на него обижаться, он и так несчастный, ему так по жизни очень тяжело приходится. А ваша обида, она просто разрывает его сердце в клочья. Подумайте об этом. Видите, вот он стоит, и он руки так к вам тянет. Знаете, вот дословно он вам передает. Вот я решил тебя носить на руках и тебе вручить ключ от нашего будущего дома, от нашего будущего счастья. Поэтому, мои хорошие, вы будете вместе. По крайней мере, это его решение. Для тех, кто в треугольниках всяких нехороших, да, там мужчина не свободный, либо вы не свободные, мужчина будет бороться за то, чтобы быть с вами вместе.
Он не отступит, нет. Может быть, не так быстро все получится у него, там, может, не все его там задумки осуществятся, но он не сдастся, нет. Уж слишком ценный приз на кону, да? Вы на кону, он не сдастся. Вот кто зашел на эту отсыпочку, знаете, мужчинка, ваш мужчинка будет бороться за вас и за ваше совместное счастье. Кто бы там ему не преграждал путь, что бы ему не преграждало путь, я думаю, что он справится. Вот такую уверенность, такое стремление, ну, поверьте, тут никто не сможет остановить. Никто. Его любовь к вам, видите, знак бесконечности вышел. Она бесконечна. Все, он нашел свою женщину. Он выбрал именно вас. Помочь этому мужчине, да, кто-то хочет помочь. Девчоночки, молитвы. Молитвы, обереги можете на него делать. Ну, я не вижу, чтобы вы могли как-то вмешаться. Я не вижу, чтобы он принял от вас помощь. Понимаете, тут еще его гордость. Он почему вам всего не рассказывает? Он вас бережет. А если он вам все расскажет, а вы тут в обморок раз и грохнетесь, да? Либо вы, скажем, крест поставите на своей жизни, на своих интересах, и вся уйдете в его проблему. Он этого не желает. Он этого не желает. Молитесь за него как за больного. Просите Боженьку, чтобы он его полечил, чтобы дал доброе здравие, ясный ум, ну и возможности победить всех своих врагов и недругов. Есть очень много молитв, можно молиться и от себя, от сердца. Вот так вот, мои милые. Дождитесь этого мужчину. Я вижу, что он решителен. Он стремится и думаю, что он добьется. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.